Пойдем проверим рыбака. Опа. Вот он, вот он. Я что-то не вижу этот хвостов, братка. Что, занимаемся своими делами. Дамир рыбачит, ловит рыбу. Женька пошел поджимать ему собаку, так как что-то ему не нравится там маленько. А я занимаюсь ужином. Чищу картошечку свою. Ну что, пошло дело, картошечка. Ну, в принципе, я бы вот это, Жень, прям сейчас сел и ел. Не знаю, будешь ты его использовать, не будешь, но это мой подарок. Так что давай краба. А не за что, Женька. Это в топку, да? Это пригодится на избе. Коробки-то нужны, может, будет. Мало ли, Дамир. Стоять, не падай. По нулям. Что-то 9 с копейками. Так, ну что, дела сделали, в принципе. Все нормально. Печку растопили, убрались. Дамир там посидел, порыбалил еще. Ну, с города парень, что, пускай отдохнет. Да и тем более, говорит, я буду мешать только вам, ребятки. Все, ребят, ну что, идем. Сейчас Женька завелся. Поедем за Дамиром. Красота в лесу, спокойненько. Поедем посмотрим, может, что вечером у него вышло, кстати. Ладно, Женьку жду, выезжаем. Все-таки, ребят, какая тайга красивая. Тут небольшой подъем такой, сейчас надо держаться. Ребята, смотрите, какая красотища. Просто необъятная, нетронутая. Все живет самим собой. Ну, проверим рыбака. Опа. Вот он, вот он. Я что-то не вижу этот хвостов, братка. Ты что, думаешь, они будут торчать? Ну, я думаю, за такое время... Или ты в ту палатку ложил, наверное, да? Да. А, ну понял. Без работы. Ну, проверили Дамира. Дамир еще остался посидеть. Будет ждать, когда выйдет рыба. А за это время он поймал одного ильца еще. Больше поклевок нет. Две сработки у Жени. Дамир проверял на холостые. Возвращаемся на избу. Готовим ужин. Так, мы вернулись на зимовье. Пускай Дамирка ловит, что. Парень, ну а что, в таких условиях я бы сам сидел хоть всю ночь. В принципе, нормально. Ну, надо все равно топить избу, готовить ужин. Сейчас разденемся с Женькой. Опа. Так, ножик. Ножик сейчас буду готовить. Приготовим ужин. Все-таки день рождения у человека. Ну, мы здесь немножко выпиваем. А что, ребят? Я думаю, нормальная ситуация. Ну, на избе, как бы, здоровые мужики. Почему бы нет? Я думаю, все со мной согласятся. Может, кому-то это не понравится, но я как бы показываю жизненные ситуации. Показываю жизнь. Ну, не хочу вырезать, как бы, там, то, что там я стесняюсь алкоголя и так далее. Нет, конечно, на рыбалке я с хорошим человеком на природе, в тайге, почему бы нет. Так что это нормально. Ну что, занимаемся своими делами. Дамир рыбачит, ловит рыбу. Женька пошел поджимать ему собаку, так как что-то ему не нравится там маленько. А я занимаюсь ужином.
Чищу картошечку свою. Кстати, ребят, сегодня хочу приготовить просто же пожарить картошки с грибами, со своими. Вот по осени собираю грибы. Белые, подосиновики. Потом дома чищу их, нарезаю и отвариваю. Буквально минут 20-30. Выкипает вся вот эта муть грязная, черная. Вот. Картошка немного прихватилась. Ну, мороз, понятное дело. И потом замораживаю салфановые пакетики. Ну, по порциям получается. Конкретно, ну, допустим, на семью там такая пачка там. Делаю такие брутельки, как бы кубики. Специально сворачиваю красиво их и складываю в морозильную камеру. У меня есть специальная морозильная камера для наших вот всяких вот таких вещей. Рыба, грибы, ягоды. И потом просто вот зимой, вот в феврале, да, уже прошло полгода. Берем, достаем, размораживаем. И свежие грибы, ребят. Просто они запаха вообще нисколько не потеряли. Все остается прежде. Так, ну картошку почистил. Сейчас промоем. Здесь специальное ведро у нас есть такое. Снега накидал, согрел на печке. Сейчас мы помоем картошку. А это сожгемся. Это не пропадет. Печечка топится. Ну, картошечку сейчас помоем, нарежем, и будет огонь. Так, недоработано. Косячак, Андрюша. Вармушки, что ли, плохо резал, что ли? Кстати, ребят, служу в армии. Уже детский сад, короче. Вот у меня уже в данный момент была просто дежурный по столовой, а на кухне работали женщины. Ну, получается, гражданские. Не знаю, у кого как, ребят. Ну, понятное дело, кто служил 2 года, 1,5, может, такого не было. Я вот служил год. У нас уже были гражданские. И вот до сих пор помню там тетю Аню. Тетя Ань, что, тетя Ань, снаряда, сделай там что-нибудь красиво. Она там добавит там туда-сюда. Помню, в армии тоже ходил за грибами. Умудрялся. Ну, такого уже нет, там жареная картошка с грибами в рационе, правильно? Какая-то капуста или еще что-нибудь. Подзанесешь дежурному по столовой. Вечером он как нажарит. И уже в казарму принесем с пацанами. Ах, помню, были времена, а теперь мгновение. Раньше подымался Х, а теперь давление. Ну ладно. Так, это в сторону. Сейчас тут уберусь и достану плиточку. Не буду на печке, буду над столом делать, конетелиться. Нарезаем картошечку. Грибы у меня размораживаются вот в пакете. Ну и все нормально. Так, где у нас мощная штука. Ставим лампочку на зарядочку. Давай, родная. Вот так же она так светится. Все, оп, сюда в сторону. Кстати, эта штука может заводить машины, ребята, если что. Картошечка, картошечка. Да, картофан, ребят, второй хлеб у нас на севере. По сей году бывает не выращивается. Покупаем. В этом году вроде как уродился. Вот, с ямы достал, с подвала. У кого яма есть, зимовальная такая яма. Туда все продукты ложим. И потом достаем по осени. Точнее, по весне, по зиме. Конечно, нож не для этого. Грубая усечка. Как бы, ну, им не порезать такие вещи. Вот так-то можно. В тайге-то можно. Покрупнее. Пацаны-то у нас мощные. Ну, лучше как побольше. Не знаю, Женя, ты как по поводу лука? Я люблю много, чтобы лука было. Жареной картохи. Только за. Да. Блин, хаванул свое, смотри, Жень. Хаванул свое. Смотри, это все в трубу. Еще 2 слоя. Угу, вон, смотри, видал, что творится с ним потом. Вон только что осталось.
Ну так, вроде температура, а представляешь, 30-очка бы была. Вообще бы не сохранили, получается, лук. Картошка тоже ну, взяла свою. Такими местами, короче, белыми покрылась, я обрезал все. Этот молодой вроде как будто нормальный. Да. Нарежем мочку побольше. Покрупнее. Я разделся, Женька сразу что-то поставил сушить все. Ну, правда, сейчас поедем потом еще. Ну да. Да, что-то я замотался уже сидеть в этой робе, блин. Дамиру попросил, Дамир привез газ. Чингисхан, Женька, прикинь. Чингисхан какой-то. Такого даже не видел. Ну, тут, походу, немного дешевле нас. Ну, это как 4 сезона такой. Хотя хрен знает. Ага. Понял. Косяк свой. Ну, заводим. О, видишь там, Женька, она по кругу, еще маленькие диоды какие-то, видишь? Что-то я даже не знаю, для чего это, блин. Накопитель какой-то или что там сгорает, блин. Так, ну что, грибочки жареные. Грибочки жареные, это, я думаю, в феврале это будет тема. Опа. Масса сразу поболее, потому что картоха, грибы, это все будет, он полбаночки сразу уничтожил. Это оставим. Тут потом на изимовле. Вот так вот. Соль, перец. Сразу достану. Блин, хотя сейчас тут у меня размораживались грибы, Женька. Там воды, наверное, много. Вода с маслом горячим — это несовместимые вещи, блин. Да. Ну вот так они выглядят. Женька, вот так же у тебя выглядят. Точно так же. Ну все точно так же. Вот отварные грибы. 15 минут, вся грязь кипела. Даже не солил. Все просто в воде. И потом по порциям. Но единственное, что я делаю, я вот не как попало, я делаю вот такие как кубики, получается, да, Женька? Вот, ложу, они у меня так замораживают, как, знаешь, как золото, бля. Они, ну, много влазят, получается, в морозильную камеру. Хотя у нас конкретно я купил морозильную камеру, вот, ну, чисто морозилка получается. Холодильник и морозильная камера отдельно еще. Всякие грибы, рыба. Сейчас будет, наверное, пшик, я так думаю. О, огонь. Давай убавим даже, я думаю. Вот так вот клево. Вот так нормально. Сейчас обжарю грибы с луком сразу. И картошка потом пойдет в ход. Ну, в принципе, быстро. Тут сложного-то ничего нету, заготовочки были уже. Можно было и картошку дома, скажем, порезать, но это уже было уже лентяйка. А мы, парни-то, суровые. Так. Ага. Ну, сейчас грибочками-то как запахнет. А тут у меня, короче, Женька понял, смесь. Белые и красноголовики. Я делаю, короче, знаешь как? Белые, красноголовики и делаю смесь. Ну, бывает так, короче, ну, как собрал, короче. Бывает, принесешь корзину белых, заморозил. Бываешь, и тех наберешь. И как бы там уже, ну, все, в ход идет уже. Не буду же выбирать, правильно? Все. Кстати, когда на Ваде были с тобой, справлялась она нормально. Ну вот, это было 0 градусов. В остальные походы в минусовую, это все, это беда. Ну что, пошло дело, картошечка. Ну, в принципе, я бы вот это же прям сейчас сел и ел уже нормально. Но она еще не готова, такое, потому что куски я специально нарезаю большие. Дело когда-то меньше, и ужариваются, и потом как будто нету грибов. И не хватает грибов. Бляха, сейчас я не знаю, маханул с картохой, не маханул, управимся, нет? Я думаю, управимся. Куда наша? О, песня.
Все четко, все вообще шикарно. Солим сразу же. Вот сейчас полностью солим. Примерно на скидочку. Так это много. Ложечка. Ну, пересаливать не буду. Лучше досолить, чем пересолить. Потому что просто с меня будет. Столица приедет, скажет, ты что, попутал, скажет. Так, и кнор, вот этот, специи, вот это, траву я сейчас добавлю, вот это. Она вообще в тему будет к грибам. Будет просто шикарно, побольше даже. О, все, песня, ребят. Сейчас томится, ну как жарится на малом огне, потихонечку, помаленечку. Так, ну что, у нас ужин готов, ребят. Картошка жареная с грибами. Все здорово, птичка нормально. Едем за Дамиром. Хороший мы рыбалик, всю рыбу так и так не поймает. Опа! А на улице-то огонь. Даже намного лучше стало. Такие волны, ребята, сильно не погазуешь. Когда Женя там бил тропу, получается, ну, где-то он газовал, где-то и собака рыла, и вот такие волны получаются. Собираемся по ночной тайге, ребятушки. Ох и красота! Мама родная! Раскидано уже, да? Да, все раскину. Ну Кстати, что? блядь, с этих фанфуриков вставляет нормально. Я с 2 штук, блядь, что-то мне так дало, интересно, блядь. Ну давай, тост тебя городской. Скажи что-нибудь, я не знаю. У меня только хорошие впечатления. Спасибо за рыбалку. Блин, так встретили, все душевно. Не, братан. Договорились. Да. Вот. Рад познакомиться с Женькой. Андрюху уже не один раз рыбалили. Да. Ну, я думаю, не последний, правильно? Ну, конечно. Будем продолжать все это дело. Кстати, вот вам познакомиться по поводу фидера, это вообще беда будет. Состыкуемся. Кстати, на свои места, на вы там пригласим. Кстати, у тебя шмурдика-то много, а у него мотоблок. Загрузил и погнал. Там красота будет. Ну давай, хлопцы, что? Давай, спасибо. Ваше здоровье, Женя, давай. За гостеприимство. И картошечка, что? Все отлично. Давай. Сковородка, конечно, подвела. Ну, не могу вообще готовить на ней, она все сразу прилипает. Я же через зуб. А, ты там свистишь, да? Да. Может, мне поэтому больше вштыривает. Кстати, ребята, сидим на избе, отдыхаем. Помните, что у Женьки было день рождения? Недавно пришла посылочка мне от компании Кемпинг. Это рыболовный ящик новой модели. Короче, только в производстве. Ну, я как посмотрел, как бы, и Женьку и уважаю просто как человека, и решил подарить ему сегодня здесь. Сейчас задарим, будет доволен, я думаю, парень. Смотрим. Они его называют красным. Женька, Так-то он, по сути, золотой. помнишь, тебе я обещал подарочек? Да. А это нормально все. А, ну да, это сейчас мы за это сделаем, как раз дело. Короче, Женька, тут рыболовный ящик. Помнишь, я тебе, может, говорил? Но в итоге, короче, я тебе хочу его подарить. В честь дня рождения. Это, кстати, новая модель. Компания Кемпинг. На рыболовном рынке только появился, получается. Короче, Женька, смотри. Вот такой рыболовный ящик. Друг. Весит всего 1 килограмм 155 грамм. 300 килограмм вертикальная нагрузка. Так что можешь толстеть еще больше. С запасом еще. Да. Как раз. Выручает в беде, знаешь, чем в том, то, что он, ну, как бы, случай как поплавок. Он выдерживает взрослого мужчину, и, допустим, если ты провалился, короче, ты можешь на него курсировать. Ну и термо, горячее положил, Да. и он тебе 24 часа будет, получается. До избы, до вечера. Да, 25 литров объема. Вот такой ящик. Ну, в принципе, он ничего такого интересного, он как бы открывается вот вертикально, ну,
как термо. Опа. О, положили, да? Да. Ага. Все. И вот получается вот такая вещь. Это Не да. знаю, ну он как бы сейчас только начинают его производить, как бы, ну вот. Видел в рекламе? Да, реклама. Ютуберы все с ними сидят. Да, 300 Андрей килограмм. сказал, что тебе подарок взял, я что-то офигел, даже, ну, нормально. Ну, я такой. слышу, что 25 подарок литров, не- да, Не и- ожидал, да. А он весит, а Женька вообще понты. Хорошее приобретение. Весить-то вообще, у меня тяжелее ящик весит. Но он здоровый, да, и... Честно, Андрюх, у меня мой разваливается. Но это Вот я вообще тебе просто как раз. Замена. Но он сразу Нет, сказал, видишь, да, дело в том, то, что он как бы термо. Жень, понял, термо, да? Сейчас картошку положили в него туда, в пакет, и завтра на лю поели теплое. Я не знаю, будешь ты его использовать, не будешь, но это мой собой. подарок. Так что давай краба. Блин, Андрюх, большое спасибо. А не за что, Женька. Это в топку, да? Это пригодится на избе. Коробки-то нужны, может, будет. Мало ли, Дамир рыбу будет возить, еще что-то сушеное. Соль надо будет. Ну, здесь там сам отрегулируешь, понятное дело, да? Ништяк, Андрюх, спасибо. Ну тебе все, большое. так что давай, как бы не плавай на нем, слышишь? Только по суше, Но да? горячее вози, да, горячее вози. Так что пользуйся на здоровье. Я надеюсь, он... Пишем напутствие другим рыбачкам. Потом прочитаем. Что, родные, лежим, отдыхаем, покушали, грибочки, тема вообще. Вспомнили лето, ну лежим, отдыхаем, время 11 час ночи. Завтра хотим выйти пораньше, погода около 7 градусов мороза, наверное. Ну все, будем, наверное, ложиться, отдыхать, спать, а завтра на лед. Сегодня, в принципе, неплохо отловились, но снимать сильно не удавалось, так как, я говорю, много местных жителей, как бы, и мужики в возрасте, как бы не понимают все, что происходит, как бы все-таки деревня, ребят, это не город, не какой-то там населенный пункт, где интернет там и всякое разное, это превосходит себя. Ну все, у нас дровишки, ребят, заготовлены, наколоты, полная печка. Возле печки все сушится, все нормально. Мотособака заправлена. Все, лежим, отдыхаем, ребят. Так что, ребят, спокойной ночи, до завтра. Доброе утро, ребята. Время 5 утра. Проснулись. Спал, конечно, очень плохо. Жарко, блеха-муха. На улице температура воздуха теплая, скажем так, да, и баня топится. Жарко. Пришлось постоянно вставать. Блин, ну, плоховато спали, короче. Ну, сейчас готовим завтрак. Чаечек. Там небольшой перекус. И пораньше на лед поедем, посмотрим.
Сегодня еще один день рыбалочки, ребят, так что оставайтесь с нами, порыбачим. Так, ну что, собираемся потихонечку. Рассветает, время 7 утра, погода испортилась, валит снег. Мы сейчас находимся в лесу, как бы в тайге, да, а вот слышно там на окраине, на реке ветрище лютый. Ну все, собаку готовим, грузим рюкзаки. Все, изба порадовала, согрела. Дровишки наши остались еще вот сырые. Я напилил поменьше, чтобы можно было ложить. Все, дрова есть. В следующий раз, может, приедем сюда 23 февраля отдыхать на выходных. Ну, будет видно. Ну, в принципе, Женьке перезарядили жерлицы, проверили. Все, я сел, установился, почистил удочки, закормился. Рановато еще будем ожидать. Жерлицы перезарядил. У Женьки двух живцов не было. Вот сейчас он доловил пескаря. Он тут на середине пескарь клюет. Приехал мужичок, батя. Помните, ребят, когда Динго вытаскивали? Вот он на нем приехал. Динго живой, все нормально. Ждал, говорит, запчасть месяц с Кирова. Ну, в итоге вот. Наконец-то он в строю, говорит, все нормально. Погода страшная. Метет. Метель такая. Парням-то по кайфу в палатке. Ну, а я тут, меня заметает маленько. Ну, рано, еще рано. Ожидаем поклевочки. Ну вот это Динго, который мы тащили со страшного озера. Все на ходу. Батя сидит, рыбачит. Погода страшная. Вернемся, ребят, к ящику, которую я подарил Жене на день рождения вчера на избе. Вот этот ящик, еще раз повторюсь, вот весит 1 килограмм 155 граммов, 300 килограмм вертикальной нагрузка. И производитель утверждает, что если можно провалиться, то он как поплавок будет спасать. 25 литров объема. И одно еще из преимуществ — это термоящик. Сутки держит тепло. Не знаю, как будет он в деле. Женя будет его использовать, так как он новый, с коробки. Не знаю, ребят. Ну, в целом, вот Сибирь, Красноярск, север, та же Республика Коми. Я думаю, рыболовам, который вот на транспорте, вот как Женя, допустим, будет вот такая штука. Соответственно, мне вот как пешеходу, так как я люблю пешие походы, слишком здоровый инструмент. Занимает большую плоскость, площадь. Ну, хотя весит вообще копейки. А вот на технике я буду, думаю, вообще тема нормальная. С семьей загрузить туда продукты там, когда лютые морозы, я думаю, помимо там своих снастей, можно его использовать как просто там, я не знаю, ящик для продуктов. Не знаю, я думаю, штука нормальная. Так что ссылочку, ребят, в любом случае оставлю в описании. Компания Кемпинг. Вся информация будет внизу. Почитайте, может, кому будет полезно. Ну, а Евгений будет пользоваться, думаю, вспоминать меня добрым словом. Пока не клюет, пойду до мира чайку попью. Погреюсь в хорошем домике. Столица, пустишь в гости? А то бродягу заметает, не по-детски. Да? Да, дед тоже молчит, с ним неинтересно, скучно. Тогда я к тебе пойду в гости. Вот выманил.
Женька, флажочек. Прямо на глазах. Вот и загар. Ну, не мотает. Щелк. Я думаю, слышно было на камеру, как сработки вот получается. Метель. Ну, приехали еще люди. Опять мелкая щука или окунь бодает живца. Ну, Женька вот здесь сработки вчера были. 2 штуки он взял. Ну, небольшие. Ходим, ищем, буримся. Вон все вот так стоят, думают, что делать. Вчера еще клювало. Сегодня изредка как-то лунку пробуришь поклевкой или одну поймаешь. Все. Беда. Так. Как раз битый. Такой уже слабенький. Свеженького поставим. Так. Куда вот бьет она? Все интересно. Нет, она вот так посередине хватает. Вот. Прям в тройник. Потихоньку сматываемся, ребят, погода испортилась жестко. Но нашли мы рыбу. Замечено было, что на леске такая грязь, слизь. Оказывается, рыба вот у самого берега. Сейчас немного расклевалась, но не снимал, потому что вообще невозможно. Все заметает. Жестко заметает. На жалице один флаг сегодня был у Женьки. И все. Так, живет, что будет же. Его кто-то еще и трогал, оказывается. Смотрите, ребят. Стоял на крючке и кто-то его убил. Но жалица не сработала. Надеюсь, выживет. А выживет, что? С ранами много попадается. Живут же как-то. Короче, сматываемся потихонечку. Ну что, снасти собрали. Вот это заметает, ребят. Да, сегодня с рыбалкой не важно. Погода. 2 мужика приезжало, уехали. Но в итоге нашли мы вот рыбу в конце возле берега. Поклевал окунь. Правда, не крупный. Но он есть экземпляры такие более-менее. Но мамка у меня любит соленого. И, конечно, я окуня люблю коптить, вялить. Больше я с окунем ничего не делаю. Ну, крупного я филюю и в кляре жарю. Ну, мелкого мамка посолится. Средний ельчик возле берега. И так в течение дня вообще нифига. Время обед. Мы будем собираться. Ну, есть, конечно, добротные. В целом результатом доволен. Все замерзло мне в кане. Вот такой неплохой результат. Есть хорошие ельцы. А то вчера поклевали. Разнопланово, короче. Что-то котам мамкиным, что-то на жарку. Окуню мамки дам на сушку. Ой, засолит она. Ну вот как-то вот такие дела, ребят. Не знаю. Ну это, в принципе, вчерашняя рыбалка. Сегодняшняя, она неважно. Снимать сильно не снимал, потому что все камеру заметает, короче, невозможно. Но отдохнули мы нормально, ребят. Отдохнули мы душевно. Пацаны собираются, собирают палатки. Все, тоже
собираемся, будем выезжать. Дорога еще тяжелая, так что как-то так, ребятушки. Ну вот получилось 7-литровое ведро, 7-литровый кан. Вот, кстати, прикольно использовать его в плане перевозки рыбы зимой. А сидишь, народ тут рядышком, не палишься, хопа, быстренько положил. Сейчас, в принципе, завесим. Я, правда, не знаю, сколько весит кан. Где-то у меня были весы. Стоять, не падай. По нулям. Что-то 9 с копейками. Не знаю, кан там, может, килограмм, может, не меньше. Короче, неплохо. Пакуемся. У Дамира вещей много. Баллоны. Кстати, еще вроде есть. Но он на ночь оставлял газ. Спал в избе, а ночью грелка работала. И нормально. Короче, нормально хватает. Будем планировать с ночевой, но уже будем выезжать. Хотим попробовать на большой реке, это на Сысоле. Хотим с Женей ближе к весне попробовать заночевать на льду. Именно в палатке. И порыбачить на лима. Ну и, короче, разнопланово. Ну вот и метет. Вообще невозможно. Все заметает. Вообще жесть. Все, ребят, стартуем. Потихоньку выезжаем. Погода прогоняет. В целом все нормально. Дорогу перевело, и собака еле справляется. Все, караван пошел домой. Что, друзья, все, отрыбалили. Добрался до поселка. Дамир уже попрет. С Визинги, с Первомайска, с Сыктывкара. Я зайду к родителям. Там погощу немного и тоже поеду домой. Ну как-то так, ребят. В целом все удалось. Рыбалка состоялась, мне очень понравилось. Сегодня, правда, метель, погода ужасная, выгнала нас с реки. Да, и сильно не клювало с утра, как бы. А так справили день рождения. На бане пообщались, выпили, закусили. Ну, просто здорово, ребят. Что можно быть еще лучше, не знаю, для таежной романтики. Соответственно, ребят, повторяем за мной. Все, что привезли, полное. Увозим пустое, ну и соответственно вот так. Я думаю, это правильно. Так что, ребят, это нормальные вещи. Буду прощаться, ребят. Двухдневная рыбалка. Ну, отдых просто бомба. Дамир приехал наконец-то, пообщались.
С Женькой познакомился, справили день рождения. Ну, в целом все здорово. Ладно, ребят, буду прощаться. Всем мира, удачи. Дрюнь на связи.